150 пчелосемей и не менее 3 тонн меда каждый сезон. В селе Лозым Сыктывдинского района функционирует крупнейшая пасека региона. Любовь Лысова 10 лет отработала в пригородном пчеловодом. Затем открыла свое дело. Сейчас даже обучает других этому мастерству. В чем секрет успеха и почему наш северный мед самый полезный, знает Анна Зубарева. Каждый день фиксирую, сколько принесли. Вот уже 200 грамм сегодня принесли. Любовь Лысова с супругом каждый день на своей пасеке с утра и до позднего вечера. Работают вдвоем. Начинали в 2010 году с 30 пчелосемей и скромного статуса «личное подсобное хозяйство». Теперь это крестьянско-фермерское хозяйство, увеличенное в объеме в 5 раз. Сейчас откроем улей для того, чтобы посмотреть, какая сила семьи. Надо ли ставить уже корпус. Вот это свежий нектар. Блестит. Готовую продукцию можно купить на любой местной ярмарке. И при том, что собирают здесь каждый сезон не менее 3 тонн, меда едва хватает на весь год, признается пчеловод. Неудивительно, что расходится он как горячие пирожки. Наш, северный, самый полезный. Качество определяется диастазным числом. Чем выше диастазное число, тем качественный мед. У нас на севере диастазное число от 30 до 50. На юге от 4 до 12. Выше не бывает. Китайский мед 0 диастаза, потому что нектар пчела закладывает, там зимы нету, практически мед, как сиропчик, скажем так. Чем выше диастаза, чем он полезен. Все качество зависит не от нектара, а от ферментов пчелиных. То есть он концентрированный мед наш северный. В этом году из-за того, что весна была затяжной и холодной, пчеле пришлось нелегко. Первый облет был поздним, но сейчас, когда уже цветет малина, калина, рябина, одуванчики, она уже вовсю трудится, не покладая рук. Или, как сказать этичнее, не складывая крыльев. Летняя пчела живет 40-50 дней. На смену ей затем приходит новая. Матка откладывает до 2000 яиц ежедневно. Вот это вот есть расплод, это вот здесь отсюда выходят новые пчелы. Все вокруг в меде. Из каждой ячейки выйдет пчелка. На пасеке вот так. Перед глазами сетка, на руках перчатки, с ног до головы комбинезон. Хотя конкретно здесь немецкая порода. Спокойно, по характеру. Пчеловод обещает, человека не тронет. Хотя мы не рискуем. В республике много мелких пчеловодов или людей, которые только хотят открыть для себя это направление. У Любови Лысовой каждый год новые ученики. А ее пчелы уже живут и в Печоре, и в Троицко-Печорске. Мелким хозяйственникам она помогает советами по телефону. Ведет их весь сезон. Говорит, делает это с большим удовольствием. Очень рада, когда новые пчеловоды получают мед. Они безумно рады, когда откачивают, а когда вот действительно натуральнейший мед, когда этому веришь. В общем, это замечательно. Посмотреть, как получают северный мед, часто приходят экскурсионные группы. И по 30, и по 40 человек приезжают сюда целыми семьями. Как пчела несет пыльцу, как выглядит матка, что такое перга. Любовь наглядно показывает каждому. Она по профессии инженер-гидромелиоратор никогда не думала становиться пчеловодом. А теперь возиться с ульями, откачивать мед – самое приятное занятие. Она любит свое дело. Пожалуй, в этом и есть секрет успеха. Анна Зубарева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.